коллеги, дорогие соратники по духовно-нравственному воспитанию. Ситуация с воспитанием в образовании очень непроста. Не все гладко с точки зрения традиционного воспитания и поддержки духовно-нравственных ценностей. Принятый законопроект о внесении изменений в Федеральный закон об образовании Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся является своего рода гибким каркасом, на который при желании можно навешать множество деструктивных установок и антиценностей, встраиваемых в сознание школьников. Поэтому мы сегодня с вами поговорим как раз на тему духовно-нравственного воспитания и рассмотрим один из таких средств, как использование духовного кино в воспитании наших подростков и детей. Основные вопросы семинара вы видите здесь. Вначале мы с вами проговорим о том, каким же образом можно выстраивать эти методические подходы, ну и рассмотрим две методические разработки. Ну, а вначале несколько слов о самом духовно-нравственном воспитании. Понятно, что духовно-нравственное воспитание – это воспитание, связанное с формированием ценностно-смыслового ядра личности. И здесь, конечно же, очень большую роль играет то, каким образом человек обретает эту систему внутренних ценностей. Мы с вами знаем, что сейчас, в настоящее время, идет вытеснение духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания, воспитанием космополитически настроенного рыночного человека. И в связи с этим, конечно же, можно сказать, что образование в данном случае – это как часть национальной системы безопасности. Мы должны иметь в виду, что именно учитель формирует вот этот идеал, национальный идеал человека той или иной страны. У каждого народа есть своя веками выработанная педагогическая система со своей совокупностью целей, ценностей, норм и образовательных подходов. И, конечно же, она основана на определенном идеале, идеальном образе. И вот формирование идеалов и убеждений личности – это та задача, которая стоит перед нами. Этот национальный воспитательный идеал, конечно же, формируется через созидание себя, так называемое строительство Небесного Града. То есть мы обращаем внимание прежде всего на духовную составляющую личности. И духовное образование потребует от педагога прежде всего умения установить правильную иерархию ценностей и выявить приоритеты. Поэтому иерархизация – это и задача, это и средство, это и метод духовного воспитания. Еще Константин Дмитриевич Шушинский говорил о том, что у каждого народа есть своя национальная педагогическая система. Она складывалась веками. Это совокупность целей, ценностей, норм поведения, образовательных подходов. И, конечно же, в основе этой системы это национальный воспитательный идеал. Национальный воспитательный идеал сформулирован в концепции духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России как преемственная связь воспитательных идеалов эпох российской истории. Преемственность образа подражания Христу, образа гражданина, отдающего себя служению Отечеству, образа служения коммунистическому идеалу, образа свободной в самоопределении личности. И вот сейчас в документах, в концепции сформулирован национально-воспитательный идеал, который и является для нас такой вот целевой, иерархической, что ли, целью. Этот идеальный образ носит явственный отпечаток веры народа, выраженный в его этноконфессиональной доминанте. И, конечно же, те качества личности, которые присущи идеалу, они как собирательный образ из
тех значит, черт характера народа, который выражен в вере того или иного народа. Духовно-нравственное воспитание, конечно же, мы его транслируем и видим через образы классической культуры. Они предназначены побуждать человека к духовному становлению, созиданию, творчеству, развитию и преображению. К сожалению, медийные образы «я» сейчас у нас доминируют, и они являются предметами потребления и нацелены на то, чтобы ориентировать человека в пространстве вещей и предметов потребления, необходимых для создания соответствующего образа «я». Но вот мы с вами понимаем, что средства массовой индустрии в медийном пространстве проецируют такие образы для наших детей, к сожалению. Гламурная девица, деловой япи, независимый рокер. И в основе лежит именно предметы потребления и услуги. Вот за счет этих сподручных, так скажем, материалов формируется тот или иной образ медийных «я». Что же происходит в результате? В результате происходит дезинтеграция национальной педагогической системы. И вот эти виртуальные образы «я», они вступают в противоречие, в конфронтацию с идеальным образом народной педагогической культуры. И, конечно же, это и дает дезориентацию общества, его образовательной системы. Разрушается целостный педагогический процесс и порождается агрессивная педагогическая среда, что приводит к появлению источников экстремизма. И таких у нас уже результатов и примеров достаточно. Виртуальные образы, конечно же, являются одной из главных угроз национальной безопасности России. И отсюда может быть и потеря единства российского народа, раскола общества, что очень опасно. Что же делать? А сделать можно сделать. И определить прежде всего нужно ясно, каков же образ будущего нашего общества, как стратегическая сверхзадача, каков антропологический идеал человека, способного осуществить этот образ будущего, какова педагогическая тактика воспитания такого человека, образовательная цель системы, складывающаяся из антропологического идеала и педагогической тактики его воспитания. И отсюда уже формируется содержание воспитания и его средства. Мы сегодня поговорим с вами о таком средстве, которое называется кино. Кино, фильм. И к вашему рассмотрению мы здесь предлагаем две методические разработки, два фильма. Но сначала остановимся над тем, каким же образом фильмы можно использовать в экрано-звуковом использовании на уроках. И, мы сегодня рассмотрим во внеурочной работе. Фильм, рекомендуемый для просмотра, должен характеризоваться следующими рядами особенностей. Вот вы здесь видите. Это, во-первых, информационная насыщенность, которая заключается в том, что посредством демонстрации за короткий промежуток времени можно передать такой объем информации, который нереально представить при словесном изложении с использованием других средств обучения. Вторая составляющая характеристика – это сильное эмоциональное воздействие на аудиторию. Но это тоже зависит от качества фильма, от его идеи. Третье – управляемость процессом восприятия, которая определяется не только темпом ее подачи, но и логикой ее изложения, использованными средствами съемки, выделением общего, среднего и крупного планов, вплоть до детального их изображения. Целостность и законченность. Применение фильмов целесообразно в таких ситуациях, когда необходимо познакомить учащихся с объектами, процессами и явлениями, которые невозможно воспроизвести в условиях школы или наблюдать в реальных условиях. Поэтому рекомендуемые фильмы можно смотреть и целиком, или фрагментально.
Но перед использованием любого фильма учителю необходимо внимательно изучить, в какой мере его устраивает объем, качество содержания, характер подачи материала, какие акценты делают авторы фильма, какие дидактические возможности фильма в сравнении с другими имеющимися средствами наглядности, и в какой степени он соответствует возрастным особенностям учеников и уровню их подготовленности. И если учитель решает, что фильм будет показан полностью, то надо продумать вопросы и задания для просмотра фильма, чтобы организовать их восприятие в нужном направлении, а после его демонстрации для работы по осмыслению и пониманию увиденного. Независимо от дидактической цели и использования фильма на уроке, перед его демонстрацией учитель произносит вступительное слово. Ну, здесь все зависит от, опять же, цели и задач, которые ставятся учителем. И с помощью вступительного слова, в общем-то, аудитория настраивается на восприятие той или иной цели и задачи. Во время демонстрации надо воздерживаться от его комментирования. Он целесообразен только в случае использования фильма без дикторского текста. Но и этот комментарий должен предельно быть лаконичным, четким, чтобы не отвлекать учащихся от фильма. И, наконец, после просмотра фильма следует выяснить у учащихся, что им было непонятно, связать новый экранный материал с ранее изученным, привести его в определенную систему, сделать выводы и обобщения. Вот таков примерно перечень действий и особенностей использования фильмов. И здесь как раз вот мы еще раз обращаем ваше внимание учителя, на что нужно обратить внимание, прежде чем использовать тот или иной фильм в работе с учащимися. Минимальные технические требования для просмотра фильма. Итак, к разработке с такой темой «Удивительный ужин в сочельник». Ну, во-первых, до того, как ребята посмотрят этот фильм, мы для себя определяем, какова же цель и задачи, для чего мы используем этот фильм, какие духовно-нравственные ценности мы собираемся через этот фильм или актуализировать, или сформировать. И вот здесь мы видим, что сам фильм называется «Сочельник», то есть мы сразу же вспоминаем с вами, что сочельник – это день или, как сказать, день перед православным праздником Рождества Христова, одного из 2 праздников православных. И именно этот сочельник происходит, как бы вот человек ждет наступления праздника. И в сочельник обычно происходят разные чудеса. Что мы через этот фильм еще хотели бы привить нашим учащимся? Конечно, прежде всего, милосердие, сострадание, доброту по отношению к нуждающимся к ним. И у христиан предшествует Рождеству Христову пост. Пост – это период времени, в котором церковью предписывается воздержание от принятия скоромной, молочной, мясной пищи. И объясняя вот как бы такой контекст этого фильма, ребятам становится понятно, что ожидать можно от как бы содержания самого фильма. А затем производится с ними беседа, предварительная беседа. Какие православные христианские праздники вам известны? Ну, вот мы сейчас уже рассмотрели, что это один из праздников Рождества Христова. Как его отмечают? Как вы его отмечаете в вашей семье? Знаете ли вы, что такое православный пост? Для чего он необходим?
Сегодня мы познакомимся с удивительной рождественской историей, которая произошла с маленьким мальчиком в сочельник. И вот когда уже побеседовали, проговорили эти вещи, то становится понятно, о чем будет фильм. И мы настроили уже аудиторию на то, чтобы смотреть фильм. И мы с вами включаем фильм, сейчас мы его посмотрим. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Холодный ветер, бледный ветер, обтягивает красные ладони. Бьется мед огней вечерних, пахнет сладкою халвою. Ночной пирог несет сочельник над головой. Мам, вкуснота! Сынок, может, завтра? Сегодня сочельник. И до первой звезды есть нельзя. Вот скоро придет папа. И тогда будем ужинать. Праздник, торт. Подарки дети вешают. За границей. А у нас отечество. Под елку кладут. Дядя! Папа летит. Аэропорт закрыт. Иди за сметаной. За сметаной. Почему ты так думаешь? Жизненный опыт. Вот это не за сметаной. Мальчик за ней. Я же говорил.
Мам! Мам, я принес сметану. Ой. Ничего. Жаль, что сметана пропадет. Мяу. Мам, я сейчас. Оставь место. Я хотел накормить. Там сметана. Наш кот всегда сыт. Я знаю. Я знаю, где голодные. Там. За мной. Смотрите, первая звезда. Ну и даете. Дети? Спасибо. Пожалуйста. Мам, вкусно пахнет. Папа, и будем ужинать.
Осторожно, извини, человечек, как водение. Таким образом, мы посмотрели с вами фильм. Он всего идет 10 минут. Вы видите, что фильм снят анимационно, очень такой красочный. И много таких интересных сюжетов. И если вы значит, их заметили, то вот можно тоже ребят спросить, а что такого удивительного вы увидели в этом фильме, а то, чего, в общем-то, на Земле редко и, может быть, даже и не увидеть. Ну, я думаю, что многие из вас заметили, да, что в фильме используются такие аллегоричные образы, и образы, связанные с духовным миром, присутствуют в каждом почти кадре. Вы, наверное, видели, да, это ангелы-хранители людей, которые сопутствуют им в их повседневных, так скажем, и предпраздничных действиях. И вы видели, как один ангел, там, где продавщица продавала и подвеску сделала фрукту, который покупал папа, который приехал, летел на самолете, да, и ангел аж закрыл лицо рукой, руками, ему стало стыдно. То есть вот на этих всяких вот нюансах можно с ребятами тоже порассуждать, а что здесь, почему здесь так авторы в этом фильме это показали. Но вообще после просмотра фильма необходимо, конечно, провести беседу. И сначала вот спросить их о том, насколько им фильм стал понятен, какие образы, какие аллегоричные образы они увидели здесь, и позадавать им вопросы. Как мама и сын готовятся к Рождеству? Почему они высматривают первую звезду? Как случилось, что они будут встречать праздник без папы? Как вы думаете, как повлияла эта новость на праздничное настроение? Кого видит ребенок во дворе, когда идет в магазин за сметаной? Как банка со сметаной оказывается разбитой? О чем жалеет мама? Какая идея возникает в голове ребенка? Подумайте, почему мультфильм называется «Удивительный ужин-сочельник». Скажите, как получился праздник в этой семье? Какое настроение царит в доме? Что сделало его таким? Трудно ли подарить праздник тем, кто рядом? О чем заставляет задуматься эта история? Чему можно поучиться у этого мальчика и у этой мамы? Вот когда с ребятами поговоришь ответишь на эти вопросы, поговоришь на эту тему, то, конечно же, мы, собственно говоря, косвенно выстраиваем вот эту как раз систему ценностей. Ценности, которые свойственны народу, который живет в традициях православной культуры. И понятно, что этот фильм, он ориентирован на возраст младших школьников. И понятно, что в этом сюжете этого фильма рассматриваются как раз вот вопросы, связанные с празднованием Рождества Христова, праздника, который является, я уже сказала вам, одним из главных 10-х праздников православных. Необходимо работу эту продолжить по пониманию этого фильма. И рекомендуется еще такая творческая деятельность. По окончании обсуждения можно предложить учащимся рассказать о том, а как в их доме встречают гостей и как в их доме отмечают семейные праздники. Это все позволит детям еще более укрепиться в тех ценностях, духовных ценностях, которые свойственны народу, живущему в этой традиции. Вот, собственно говоря, одна из методических разработок по использованию этого анимационного фильма. Я хочу сказать, что вот эти методические разработки, если они вам будут полезны, они будут находиться, они прикреплены будут, и можно будет после просмотра скачать их. Ну, а мы продолжим с вами работу
Значит, вот об этом фильме мы сейчас с вами говорили. Мы продолжим с вами работу над следующим фильмом «Повесть о Петре и Февронии». Но если обратиться к нашим двунадесятым и вообще праздникам православной культуры, то у нас еще есть в праздничном круге православного года, есть еще православного церковного года, есть еще такие дни, когда почитается память тех или иных святых. И удивительная и чудесная история любви произошла в XIII веке в русском городе Муроме. Эта история вспоминается 8 июля, когда в православном календаре отмечается память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Прежде чем смотреть, я вот хочу показать вам икону этих святых и несколько слов сказать в преддверии просмотра этого фильма о том, о чем же этот фильм. В древних книгах записана повесть о Петре и Февронии муромских. Это одна из любимых поучительных чтений многих русских людей. И в этой повести изложено житие святых Петра и Февронии. В древнем русском городе Муроме правил князь Павел. У него была добрая жена, но к ней стал являться злой демон и убеждать ее согрешить и изменить князю. Демон являлся в образе змея или принимал вид самого князя Павла. И тогда окружающим казалось, что рядом с княгиней находится ее муж, князь Павел. Желая избавиться от этого злого демона, жена князя Павла выведала у демона, что его может поразить особым мечом человек по имени Петр. А дальше, что происходило тоже в 10-минутном фильме, мы с вами сейчас посмотрим. Было это в те времена, когда по небу змеи летали, девушки красные воды водили, а городами князья правили. Вот в одном городе князь, звали его Павел, простился с женой красавицей, с младшим братом Петром на охоту уехал. А княгиня одна заскучала. Тут змей ее и приметил. Княгиня скучала. Так в окошке и уснула. Ночь наступила. Змей к ней и пожаловал. Принял облик ее мужа. Так и пошел к ней. А утром княгиня очнулась и обо всем догадалась. Поплакала бедняжка. Когда князья с охоты вернулись, пошла к мужу и во всем повинилась. Тебя прощаем. Змея накажем. Только ты, княгинюшка, помоги. Выведай змея, в чем его смерть. Что снова пожалует. А мы с братом в засаде станем. До смерти люблю тебя, красавица. А говорили, ты бессмертный. Смерть моя. От Петрова плеча. От Петрова плеча.
Подумал Петр. Пошел на поиски Пошел меча на Агрикола. поиски меча Агрикола. Эй, змей! Эй, змей! Брат, Иди ко мне. иди ко мне. Заболел князь Петр от поганой змеиной крови, Никто не мог его и никто не мог его вылечить. Тут прибегают друзья. Прибегают друзья. Нашли! Нашли! Живет в дальней стороне Живет в дальней стороне Лечит девушка, знатно. лечит знатно. Имя ее Феврония. Здравствуй, госпожа девица. Можешь ли князя нашего вылечить? Того, что змея победил. Того, что змея победил. Вот он, на Вот улице он твоей на стоит. улице твоей стоит. Могу. Могу. Только за это. Только за это. Потом возьми меня в жены. Потом возьми меня в жены. Возьми. Только вылечи. Вот Ваня. Вот Ваня. Выпарите князя изрядно. Выпарите князя изрядно. А вот лекарство. А вот лекарство. И здрав будет ваш И князь. здрав будет ваш князь. Как же мне, урожденному князю, дочь поселянина и невежды в жены взять? Смеяться станут. Жаль, что вечного Жаль, счастья что не вечного бывает. счастья не бывает. Умер князь Павел. Умер князь Павел. Княгиня его в монастырь. Княгиня ушла. его в монастырь ушла. А самодержавными А князьями самодержавными князьями стали в городе Петр Феврония. и Феврония. Трудно взбунтовать Трудно взбунтовать боярские жены. Не хотим, чтобы крестьянка, княгиня, крестьянка нами повелевала. Не хотим. Пришли к Петру Пришли к Петру и Февронии бояре жены. женами подученные. Не Тебе, хотим. князе, будем Тебе, верны князе, будем верно служить.
А она берет, чего пусть пожелает, берет, чего пожелает, и уходит. и уходит. Точно дадите, чего у вас Точно попрошу? дадите, чего у вас попрошу? Дайте мне единого, любимого Петра. Я на жизнь с ней Я на венчался. жизнь с ней венчался. Уйдем вместе. Уйдем вместе. Что же будет? Что же будет? Что же будет, Что же если я сам будет, от всего если я сам от всего отказался? отказался? Ничего не бойся. Ничего не бойся, только верь. Господь не оставит. Господь не оставит. Слава Богу. Все Слава уже. Богу, все уже. Смотри. Смотри, Вернулись Петр с Февронией. Вернулись Петр с Февронией, Правили мудро. правили мудро и без Всякое зависти. бывало, но Всякое жили бывало, счастливо. но жили Но с счастливы. течением времени Но с течением времени душа человеческая С покоя течением времени. с течением времени душа человеческая покоя И просит. ушли Петр с и Февронией. ушли из Петр с шумного Февронией из шумного города. Приняли монашество. Приняли И монашество стали жить в разных и стали монастырях. жить в разных Как монастырях, водится, в как трудах водится, и в молитве. трудах и молитве. А умерли, А как в умерли, сказке, как в в сказке, один день. в один день. И теперь смотрят на нас с Теперь небес. смотрят на нас с И нам небес, помогают и нам помогают благоверные князья. благоверные Петр и князья Феврония. Петр и Феврония. Видение вечное. Видение вечное. Видение вечное. Видение вечное. Эту историю рассказывают, Эту историю рассказывают уже 6 веков. Седьмой пошел. 7 пошел. Вот и мы. Вот и мы рассказали. Таким образом, мы просмотрели с вами второй фильм, и по этому фильму мы тоже сейчас с вами ознакомимся с методикой работы с этим фильмом. Ну, во-первых, здесь в этом фильме тоже необходимо определиться с тем, какие ценности мы будем актуализировать или формировать в наших обучающихся. Но этот фильм уже можно смотреть в младшем подростковом возрасте и выше. И, конечно же, этот фильм формирует представление о нравственных ценностях семьи на примере истории любви святых Петра и Февронии. Если, значит, мы говорили о чуде, да? Какое же чудо произошло? Вот в фильме нет этого акцента, а чудо произошло следующее. Петр и Феврония подвязались в разных монастырях. Понятно, что в мужском монастыре подвязался князь Петр, а в женском Феврония. И умерли они в один день, потому что они между собой переписывались и ждали этого часа. И когда они умерли, то они завещали, что их тела похоронят в одном гробу, между ними будет только тонкая перегородка. Но после того, как наступил час смерти, конечно же, слуги их не сделали по их завещанию, а положили их в разные гробы. И наутро свидетельствовали о том, что не было их в своих гробах, а лежали они в том гробе, который был приготовлен ими же в одном гробу. Но не обратили внимания, опять же, на это служители, и снова их разделили, положили снова в разные гробы.
И это чудо повторилось еще раз. И вот после этого повторения чуда, когда их опять обнаружили в одном гробу, больше уже разъединять их не стали. И поэтому, конечно же, вот такое чудо, которое произошло, я повторяю, в 13 веке, 8 июля 1228 года, вот именно с этого времени святые Петр и Феврония почитаются как покровители семьи. И их житие Петра и Февронии Муромских яркий пример благодетели и преданности. И их прославляют как пример христианского супружества, отношения мужа к жене в нашей православной культуре. И молятся об искренней любви между женихом и невестом, мужем и женой, о мире и согласии в семье. Святые Петр и Феврония славятся за чистую совесть и веру в Бога, за благочестивую, добрую, честную жизнь, за то, что оставили нам пример такой чистой, доброй, богоугодной жизни. И вот здесь как раз мы обращаем внимание на то, какие же ценности, семейные ценности очень важны для того, чтобы семья состоялась. Начать разговор можно и нужно с детьми с просьбой рассказать о своей семье. То есть в начале фильма мы можем с ними поговорить, проговорив с 2-3 человеками о том, какая у них семья. У всех разные семьи. Они разные по составу, по количеству членов семьи. Но можно им задать такой вопрос. Подумайте, какие чувства, отношения объединяют людей в семьях уже много-много веков. Ну и тут, конечно же, они могут и сказать, что это любовь между супругами, это любовь к детям, ну и так далее. Сегодня, и вы потом им говорите, что сегодня мы с вами узнаем старинную легенду, которую православные люди хранят уже более 6 веков. Это история о князе Петре и девушке Февронии, их любви и верности. Ну и потом мы смотрим с вами фильм. После просмотра фильма происходит беседа с учащимися. Что же случилось в семье князя Павла? Ну, первые кадры фильма как раз говорят об том, что же происходило, какая ситуация возникла между демоном и женой, супругой Павла, князя Павла. Что князь наказал супруге выведать злодея? В чем была погибель супостата? И что решил Петр, брат Павла? Чем закончилась битва Петра со змеем? Кто мог исцелить Петра от тяжкой болезни? Но вот здесь говорить, если о тяжкой болезни, то, опять же, интерпретация жития Петра и Февронии с точки зрения православной традиции говорит о том, что здесь вот как раз сам змей, это и есть грех. Грех в переводе с греческого грех – это не попадание в цель. То есть у кого-то из членов семьи вот этот грех, не попадание в цель, то есть может быть какой-то грех самой супруги князя Павла, явился причиной вот этой ситуации. Чем закончилась битва с Петра со змеем? Как исцелить Петра от тяжкой болезни? Что просила девушка из излечения? Как вылечила Феврония победителя? Сдержал ли свое слово Петр? Почему же Петр вернулся к Февронии и взял ее в жены? Что случилось с Петром и Февронией после смерти князя Павла? Как относились к ним подданные? Что предложили бояре Февронии? Каково было ее желание? Что решил князь Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой? Для чего вскоре из Мурома приехали к князю послы? Что помогло князю и его жене справиться со всеми трудностями и испытаниями? Отчего святые Петр и Феврония отказались ради сохранения любви и верности друг другу? Что нам известно об их смерти и где они похоронены? Итак, почему же история о князе Петре и девушке Февронии уже долгие века является образцом семейных отношений для всех православных людей? О чем заставляет задуматься эта прекрасная история о любви?
Ну и по окончании можно тоже рекомендовать творческую деятельность. Можно обсудить, предложить учащимся обсуждение о том, как им представляется в их представлении настоящая семья. В этой методической разработке используются такие слова, которые, может быть, еще непонятны детям, и их надо тоже разобрать. Житие. Житие – это повесть о жизни человека, признаваемого верующими святыми. Канонизировать, то есть причислять к святым, считать святыми. Князь в Древней Руси – предводитель войска и правитель области. Крестьянин – это сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разделыванием разведением сельскохозяйственных животных. Святой – в христианстве благочестивый и добродетельный человек, живущий в церкви. Супостат. Супостат – противник, недруг. Таким образом, используя эти материалы, мы можем сказать, что 8 июля установлен в православном календаре и не только в православном календаре, но и в нашей стране установили праздник в честь святых Петра и Февронии, который называется День семьи, любви и верности. И этот праздник мы празднуем 8 июля. Какая же мудрость из этого фильма может быть выявлена во время беседы с учащимися? Можно сказать, что есть такая книга о мудростях, Библия о добрых и мудрых женах. В этой книге написано вот так. И можно с ними разобрать эти изречения. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Книги притчи. И вот можно с ребятами проговорить на понимание того, что же в этом изречении, о чем говорится. Второе изречение. Блажен, кто живет с женой разумной. Книга Сирах. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье. Вот можно поговорить еще на предмет этих изречений. Ну, с правой стороны вы видите икону Петру и Февронии. И можно еще ребятам сказать о том, что значит, в честь этого праздника учреждена памятная медаль за любовь и верность. И на одной ее стороне образы Петра и Февронии, а на другой стороне цветок ромашки, как символ этого праздника. Святым Муромским благоверным, чудотворцем Петру и Февронии, молятся об укреплении любви в семье, а молодые люди молятся о том, чтобы найти себе хорошую жену или хорошего мужа. Ну вот таким образом мы с вами рассмотрели две методические разработки, посвященные ценностям, которые являются традиционными для нашей духовно-нравственной культуры. И с помощью этих фильмов можно эти ценности актуализировать, как я уже говорила, или формировать в личностном ядре наших обучающихся. Конечно же, после такой системной работы с использованием различных анимационных или художественных фильмов, мы можем работать над выстраиванием иерархии ценностей у учащихся. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные наши вопросы. Если мы вернемся к вопросам, которые ставили перед собой, то задача наша с вами решена. И я еще раз напоминаю вам о том, что методические рекомендации
разработки, которые я сегодня вам демонстрировала, вы можете скачать после того, как мы закончим наш семинар. И я еще хочу сказать, что вот эти фильмы, они есть в пространстве, в интернет-пространстве, их можно скачать и использовать в работе. Все, спасибо за внимание.